Эрих Кеснер, родился он 23 февраля 1899 года. Год рождения для Германии очень-очень, так скажем, проблематичный. И какой обычно возникает вопрос, когда речь идет о немецком писателе или поэте, у которого вот такие годы рождения? Как он относился к фашизму, участвовал? Совершенно верно. Первый вопрос – это почему он выжил? Да? Потому что он должен был погибнуть либо как герой Ремарка в окопах Первой мировой войны, либо в концлагерь попасть, либо на фронтах Второй мировой войны. Кеснер застал это время, и вообще Кеснера часто сравнивают с Ремарком. Ремарк 1898 года рождения, Кеснер, как видите, на год старше. Да. Он застал войну, но война его так очень по касательной коснулась. То есть он в самый последний период попал на фронт, был ранен и воевал не так уж и много. И позицию, которую он занял, да, он был противником нацистов. Избрание Гитлера зимой 1933 года он застал в Швейцарии. И ему все советовали остаться в Швейцарии, а тем не менее он поехал в Германию. И вот с 1933 до 1946 года, до 1945 года, да, пока Германия не существовала, потом она на некоторое время прекратила свое существование, Кеснер провел на территории Германии. Поэтому он лично увидел, как нацисты бросают его книги в знаменитый костер, на которых сжигали дегенеративные виды искусства, произведения дегенеративного искусства. Но он уцелел. Он уцелел, он ушел в так называемую внутреннюю эмиграцию. Все его книги были запрещены и объявлены развращающими, но книгу «Эмиль и детективы» было разрешено печатать, и она печаталась на территории Германии. Кеснер писал свои книги, но не как Булгаков в стол, а они публиковались за рубежом. Кроме того, он вел дневник, и, как он потом объяснял, почему он решил остаться в Германии, чтобы быть свидетелем того, что происходит в стране. Он вел секретный дневник, зашифрованной форме он его вел, и собирался опубликовать после окончания войны, но после окончания войны он повстречал узников концлагерей, в частности, его друг, хороший знакомый, был в Освенциме, и Кеснер понял, что его страдания, как внутреннего мигранта, просто меркнут по сравнению с тем, что пришлось пережить этим людям. И он от этой идеи отказался. Там фрагменты есть сейчас его воспоминаний, дневниковых записей, но полностью он эту книгу не опубликовал. Ну, а какой вариант внутренней эмиграции может быть у писателя, живущего в недемократической стране, да? Как в Советском Союзе? Переводы, фантастика и детская литература. Поэтому Кеснер написал несколько взрослых романов, вот те самые, которые полетели в костер. А основные свои произведения он писал для детей. Вот это самый, и ему при Гитлере разрешали писать книги для детей. Он был автором сценария для фильма «Мюнхгаузен». И то, что его не тронули, объясняется еще и тем, что он официально был, скажем так, трудоустроен в киностудии Уфа. Вот. И вот его позиция над схваткой, она определялась в том числе тем, что он вот тяготел к детской литературе. Но
Для Кеснера это не было такой формы эскапизма, потому что «Эмиль» и «Детективы», например, были написаны еще в годы Веймарской республики, то есть когда уходить вроде бы неоткуда было. Просто для Кеснера идеальным вариантом отношений между людьми, идеальная форма общества – это именно подростковое сообщество, то есть такой улучшенный вариант детства. И в Советском Союзе был очень похожий писатель с очень похожим отношением к миру. Я в конце моего выступления вам и о нем скажу. А в Германии это самый, повторяю, известный детский писатель. Вот Астрид Линдгрен в Швеции, а Кеснер в Германии. Здесь основные его произведения. Вот первый его роман, да, начинал он как поэт, и его поэзия, как он сам назвал, прикладная поэзия, относится к направлению «новая вещественность», «neue Sachlichkeit», о чем я чуть подробнее расскажу позднее. Первый роман вышел в 1929 году, посвящен он мальчику по имени Эмиль, который занимается возвращением украденных у него денег. Далее мы встречаем Эмиля в романе «Эмиль и трое близнецов». Написан он, как видите, спустя 5 лет, опубликован был в Швейцарии, но по сюжету разница между первой и второй частями 2 года. То есть персонажи на 2 года старше в романе «Эмиль и трое близнецов». Самый известный взрослый роман Кеснера вот, «Фабиан», «История одного моралиста», 1931 год, описывает современную Германию, описывает то разложение и развращение, которое наблюдается на исходе Веймарской республики, экономические трудности, безработица. В общем, такая очень мрачная картина общественной жизни. И герой, у которого есть определенные моральные принципы, чувствует себя в этом мире очень-очень плохо. Если будет время, я про последнюю сцену из этого романа вам расскажу. Ну, а все остальные книги, они вот детские. Это и по названию видно. Да, в 2 произведениях встречаются близнецы, правда, они не близнецы. У меня есть версия, почему он к этому приему тяготел. Я постараюсь, когда мы дойдем до этой темы, я это тоже поясню. Самая престижная премия получил Кеснер. Вот, литературная премия Германии имени Георга Бюхнера. Это самая престижная премия, которая может быть, национальная премия в Германии. И международная премия для детских писателей, премия имени Ханса Христиана Андерсена. И когда Кеснер переводился на русский язык, один из аргументов в пользу того, что пора уже его перевести, а перевели его роман «Эмиль и сыщики» в 1971 году, вот, состоял в том, что, вот видите, общепризнанный писатель. Огромное количество экранизаций. Сериалы снимаются, мультфильмы делались и фильмы. «Эмиль» и «Детективы», по-моему, 5 экранизаций в разное время. С 30-х годов, по-моему, первая в 30-м году вышла, и потом неоднократно этот роман экранизировался. То есть довольно известный писатель и популярный. Среди достоинств произведения этого автора отмечают точное знание детской психологии, а при этом он избегает излишней назидательности, поучительности, фантазия, умение сочинять, игра слов, остроумная игра слов и не менее остроумные ситуации он моделирует, напряженная интрига,
То есть, когда вы читаете, вы хотите узнать, чем все это закончится. И хороший, понятный язык. Почему хороший, понятный язык, я позднее это поясню. Поэтому на произведениях Кеснера довольно удобно изучать немецкий язык. То есть его произведения хорошо использовать для изучения немецкого языка. И в Советском Союзе несколько адаптированных версий для старшеклассников вышли в оригинале на немецком языке этого автора. Перед тем, как перейти к самим произведениям, я бы хотел вам задать вот такой вопрос. Как вы думаете, какой самый лучший и самый эффективный способ получать образование? Ну, понимаете, да, Кеснер был детским писателем, он, естественно, пытался с помощью своих книг детей чему-то научить. Вопрос, какой самый эффективный способ получить образование? Самостоятельно. Самостоятельно, так. Через самообучение, через книги. Так, значит, ну, два способа, да, самостоятельные, книжки хорошие читать, еще какие? Еще? Опытным путем. Опытные, поясните, что такое? Жизнь научит. Да, жизнь научит. Ну, это не совсем образование, да, потому что это стихийный процесс у вас получается. Так, еще какие есть версии? Кстати, самый популярный вы не назвали. Традиционную школу ходить. Мастера. А? От мастера. Вот, правильно, примеры, да, то есть учиться на хороших примерах. Вот. В книгах Кеснера дается другой вариант получения образования и обучения, который самый эффективный, признан, общепризнанный. И все его сюжеты строятся как раз на этом способе получения образования. То есть, когда ребенок осваивает мир, приобретает новый опыт, забегая вперед, скажу, что взрослые для этого образования не нужны. Они мешают. Вот хорошо, когда взрослых нет. Через игру? Да, через игру почти правильно, да, через деятельность, вот, ближе всего, да. Взрослые только мешают. У Кеснера учителя есть, но в книге вот «Летающий класс», в книгах об Эмиле, о которых я буду рассказывать, учителей нет вообще, а так взрослые только мешают учиться. Вот. И какой самый лучший способ написать книгу для детей? Условно, детские книги можно разделить на две категории. Какие? Значит, смотрите, детей нужно заинтересовать. И, соответственно, чтобы их заинтересовать, можно использовать два способа. Ну так, огрубляя, да, схематизируя. Это какие? От имени ребенка. Что? Ну, это один из приемов, да, первой категории, это Красочность. Фантазии. совершенно верно. Рассказать что-то необыкновенное, что-то чудесное. То есть что-то, что не имеет никакого отношения к реальности. Да? Поэтому оно красивое, поэтому оно увлекательное, и поэтому оно вызывает интерес. А второй способ какой? Совершенно верно. Рассказать о жизни детей, от лица детей, с точки зрения детей и для детей. И здесь наоборот. Ваша история должна быть максимально приближена к реальности. В предисловии к роману «Эмиль и детективы» писатель, автор рассказывает о том, как он создает эту книгу, как он ее начал писать. Первый абзац. Книгу я написал совершенно случайно. Собирался написать совсем другую книгу. И дальше он перечисляет штампы, которые характерны для приключенческой детской литературы. Книгу, в которой тигры от страха лязгали бы клыками, с финиковых пальм сыпались кокосовые орехи, ну и, конечно, там была бы черно-белая в клеточку девочка-каннибалка, и она бы вплавь пересекла Великий или Тихий океан.
чтобы, добравшись до Сан-Франциско, получить в фирме Drinkwater и компания бесплатно зубную щетку. И звали бы эту девочку Петрозилия, ну и так далее. Одним словом, я хотел написать настоящий приключенческий роман, потому что один бородатый господин сказал мне, что вы, ребята, больше всего на свете любите читать именно такие книги. Но его переубедил другой взрослый человек, приведя пример из другой сферы. Это официант в ресторане, в котором обедает Кестнер, автор. Прислуга никогда не видела, как жарят птицу. И вот прошлое Рождество, когда велели приготовить гуся, хозяйка, вернувшись домой с покупками, застала такую картину. В духовке жарился гусь в том виде, как его купили на рынке. Не ощипанный, не опаленный, но и вонь стояла должжевом. «Причем тут гусь?» – удивился я. «Не станете же вы утверждать, что жарить гусей – то же самое, что писать книги. Уж не обижайтесь на меня, дорогой Ниттенфюрер, но это же просто нелепо». На самом же деле оказывается, что написать книгу для детей – это то же самое, что зажарить гуся. Но в чем сходство? Если вы не знаете, как жарить такую дичь, то получится такая дичь, что стыда не оберешься. Вы ничего не знаете ни про Тихий океан, ни про диковинных зверей, ни про Петрозилью, и поэтому у вас получится плохо зажаренный гусь. Как видите, творческая программа Кестнера, книга для детей, должна рассказывать о реальных живых детях, о современной жизни современного ребенка. И поэтому направление, к которому относится критика, отнесла, кстати, современная критика отнесла, современная, я имею в виду современная, 20-30-х годов, к которому отнесла произведение Кестнера, называется «Новая предметность». Вот новая предметность в данном случае, как видите, литературное произведение сравнивается с зажаренным гусем. Кроме того, в детективах, которые написал Кестнер, используется форма детектива полицейской процедуры. Ну и кроме того, это подростковый вариант подростковой литературы, который в современной не только критике или исследованиях, но и в современной, скажем так, литературной тусовке называется young adult. Такой американизированный вариант. Это литература для подростков. Но вот эта young adult, она хорошо описывает типичного персонажа этих книг. То есть это человек взрослеющий. Да? Он молодой, но еще взрослеющий. Еще молодой, но уже взрослеющий. И сейчас я по пунктам постараюсь вам изложить, какие элементы вот этих жанров вы обнаружите, когда прочитаете романы Кестнера про Эмиля. Итак, новая предметность, neue Sachlichkeit. Термин возник в 20-е годы. Он был реакцией на антиреализм, который был присущ направлениям, возникшим в 10-е годы 20 века в Германии во время Первой мировой войны. В Германии главное антиреалистическое направление – это экспрессионизм. Во Франции в это же время был сюрреализм. Ну, для наглядности помните, как картины Сальвадора Дали, да? Вот, они создавались как раз в 20-30-е годы. А новая предметность – это такая полемика с вот этим искусством, которое отторгает реальность, которое стремится эту реальность разрушить. И отсюда вот эти особенности, которые характерны для произведений новой предметности. Произведения, относящиеся к новой предметности, описывают реалии и проблемы современности. В
частности, современный город. Сюжет романа «Эмиль и детективы» строится на том, что мальчик из маленького городка, ну, условная Можга, да, едет в большой город, в Москву, ну там Берлин. И действие романа происходит на фоне вот этого мегаполиса. Многомиллионного, тогда, по-моему, 4 миллиона насчитывало население Берлина, многомиллионный мегаполис. Маленький ребенок в большом городе. Вот. Причем там периодически идет сравнение. Вот у нас в Нойштадте городок маленький, уютный, а вот я попал в этот современный город. То есть сознательно автор берет ребенка и помещает его вот в такую взрослую среду. Не на тропический остров, как в первом варианте, да, а именно в современную, обычную, актуальную для ребенка современного, такая взрослая среда. Индустриализация и коммерциализация. Из маленького городка Эмиль добирается до Берлина на чем? На поезде. Вот то, что в поезде с ним случилось, и становится толчком для развития сюжета. То, как люди рассаживаются в поездах, то, чем они занимаются в купе поезда, и определяет начало сюжета данного произведения. Да? То есть вот эта технологическая составляющая, она включена в сюжет. Опять-таки, это обычная поездка в обычном поезде. Там, правда, есть необычный сон, который он видит, когда спит во время этой поездки. Но сон тоже довольно технологичный, потому что там сравнивается железная дорога, где тяга конная, а конная тяга используется в его маленьком городке. И она сопоставляется с тягой с паровозом. Коммерциализация. В романе «Эмиль и детективы», когда преступление было, нет, не преступление, а преступник был пойман и разоблачен, история эта попала в газеты. Эмиль и его друзья, вот те самые детективы-сыщики, прославились, им предлагают контракт. Им обещают энную сумму за то, что они в газетах скажут, что они одеваются в таком-то магазине. Понятно, да? Как видите, у нас опять-таки элементы взрослой жизни. Да? Ребенок вовлечен, интегрирован в взрослую жизнь. Правда, в первом романе они от этого предложения отказываются. А во втором, в силу необходимости, им приходится участвовать в рекламе фильма, который был снят по мотивам их поимки преступника. Они участвуют, как это сейчас сказали бы, ну вот когда вот фильм про фильм, да, то есть когда фильм показывают, а после фильма выводят этих персонажей, они говорят, как все это происходило на самом деле, как бы то, что за кадром оставалось, бэкстейдж. Вот. Но им нужны деньги, и поэтому они вот так вот заключают договор с хозяином кинотеатра. Чтобы поднять сборы, увеличить сборы, хозяин кинотеатра их привлекает. Опять-таки, видите, абсолютно взрослая жизнь. Люди зарабатывают деньги. Экономическая депрессия. В мягкой форме она присутствует и в детских произведениях Кеснера. Гораздо более жесткой форме она присутствует в романе «Фабиан» или «История одного моралиста». Дело в том, что 20-е годы в Германии, и не только в Германии, это период жесточайшего экономического кризиса, который, Германия была в этом отношении особенно несчастной страной, чуть-чуть похуже, чем Советская Россия. Вот.
То есть они в этом отношении похожи, но в Советской России было не так тяжело, хотя тоже было тяжело. В Германии было еще тяжелее. Дело в том, что Германия после поражения в Первой мировой войне вынуждена была выплачивать огромные репарации, и страна обнищала. Это была первая половина 20-х годов. Потом постепенно положение стало выправляться экономическое, а в конце 20-х годов началась Великая депрессия. Собственно говоря, Гитлер пришел, и нацисты пришли к власти, в том числе спекулируя на вот этих экономических трудностях, которые буквально сотрясали Германию. В романе «Эмиль и сыщики» у ребенка украли деньги. 140 марок. Это примерно средняя месячная зарплата в те времена. Причем 120 он должен был отдать бабушке. Да, ну, вот как красная шапочка пирожки несла, вот ему поручают. 120 марок передашь бабушке. Давно мы ей деньги не посылали, говорит мама. Смотри, не потеряй. А 20 марок ему на карманный расход. И вот когда у Эмиля похищают эти деньги, он решает во что бы то ни стало их вернуть. Потому что он знает, с каким трудом мама заработала эти деньги. И вот этот драматизм, который присущ роману «Эмиль и детективы», «Эмиль и сыщики», он определяется как раз тем, насколько ценны были тогда эти деньги. Похожая ситуация в романе «Эмиль и трое близнецов». Да, я там еще забыл сказать, что злоумышленник в романе «Эмиль и трое близнецов» решает бросить на произвол судьбы, ну, образно выражаясь, выкинуть на улицу, но на самом деле там по книге они его просто оставляют в гостинице. Цирковой артист, у которого было 2 помощников-подростков, решил от одного подростка избавиться. Почему? Потому что он растет, да? А я вам напоминаю, что у нас фигуристки, которые выступают в международных соревнованиях, они все очень юные девушки. Да, знаете, да, почему? Молодец. Да, ну там, в общем, анатомические особенности такие, что когда они взрослеют, они вот эти все трюки теряют способность выполнять. Так вот, по очень простой причине. Один из мальчиков вырос, а цирковой артист-гимнаст, и он говорит, что я с ним уже не могу выполнять эти номера, поэтому проще от него избавиться. Вот коммерческая составляющая здесь тоже присутствует. И экономические трудности тоже присутствуют. Но его наказали, вот этого артиста. Он выдает этих 2 помощников за своих детей, братьев-близнецов. На самом деле они не его родные дети и не близнецы. Вот. И внимание к повседневной жизни. Романы Кестнера посвящены тому, как, исходя из того, что я рассказывал ранее, как дети решают проблемы, которые им создали взрослые. В первом романе жулик украл деньги, во втором романе артист цирковой хочет избавиться от своего помощника. И подростки исправляют те злодеяния, те плохие поступки, которые совершают взрослые. Вот. Ну и кроме того, для новой предметности характерны объективизм, то есть такое бытописательство, описание обыденной реальности, простота и конкретность изображения и стремление к аутентичности. У злоумышленника в первом романе «Эмиль и сыщики» 3 имени. То есть у него нет настоящего имени. А во втором романе, как я уже сказал чуть раньше, взрослый человек выдает своих помощников за своих детей. Вот у взрослых все не по правде, все не по-настоящему. Чтобы это становится источником зла, это признак зла. И наоборот, когда вы все делаете подлинным, настоящим, аутентичным, тогда наступает добро.
да, когда вы разоблачаете зло, которое лживо. И отсюда, как я говорил чуть ранее, произведения Кестнера очень хорошо использовать для изучения немецкого языка, потому что вот они написаны таким простым, очень понятным языком. Ну, в частности, содержание романа «Эмиль и сыщики», название глав. Так, посмотрели, да? Видите, прилагательных нет. Да. Есть глагол. Во всех главах описывается действие, кроме 6 главы. Но даже там, где нет действия, там мы догадываемся, что существительное подразумевает некие действия, которые совершают персонажи. Но если трамвай 177, значит, на нем куда-то ехали. Да. Помогает мыть голову, молчит, едет, бегает, сходит, волнуется, появляется, совещается. Вот это пример объективизма. То есть, когда вы описываете реальность через предметы и через действия, которые совершаются в этой реальности. Погоня за такси, в гостиницу прокрадывается шпион, мальчишка-лифтер в зеленой ливрее. В чем процессуальность? Они переодеваются. Это переодетый на самом деле лифтер. Сопровождает почетный эскорт, булавки тоже приносят пользу. Эмиля вызывает главное управление полиции, комиссар полиции передает привет, фрау Тишбайн волнуется. И обратите внимание на название 18 главы. Какой урок из этого можно извлечь? Значит, спойлер будет. Но это не принципиален, поэтому я сейчас расскажу. Когда все закончилось, деньги вернули, а Эмиль ехал к бабушке, и вот у бабушки они все сидят, они — это Эмиль и все его помощники. И бабушка спрашивает, и какой урок можно извлечь из всей этой истории? Значит, Эмиль серьезно отвечает, нельзя доверять незнакомым людям, что нужно быть с ними осторожным. На что бабушка говорит, нет, деньги надо пересылать по почте. Вот это новая предметность, да? Давайте поменьше пафоса, практичность, прагматизм. Вот этот прагматизм выражается в том числе в названии глав. Действия. Действия или предметы, которые с этим действием связаны. Вот. Теперь, тип детектива, к которому относятся произведения Кестнера. Вообще, на данный момент исследователи литературы выделяют 4 вида детективов. Месяц назад я рассказывал на примере Эдгара По о классическом детективе. А потом появился крутой детектив, детектив полицейская процедура и юридический триллер. Сразу скажу, что книги, которые написал Кестнер, относятся к 3-му виду детективов. Сюжеты, которые используют Кестнер, это 3-й вид детективов. Ну, кратко поясню. Классический детектив показывает преступление как чудовищную аномалию. То есть у нас мир вообще прекрасен. Мир прекрасен. А в этом мире ничего ужасного произойти не может. И поэтому и тем ужаснее то, что в этом прекрасном мире в самом неподходящем месте находят труп. Например, на поле для гольфа. Или в купе экспресса, который едет в Стамбул. Или в каюте парохода, который путешествует по нему. Да, вот это сюжеты из романов Агаты Кристи. А раз это аномалия, это что-то неслыханное, то и сыщик, который распутывает эти преступления, тоже должен быть гением. Шерлок Холмс или Эркюль Пуаро.
В крутом детективе, это форма, которая появилась в 20-е годы 20 века в Америке, а преступление рассматривается как обыденность. В общем, мы живем в мире, где преступники все. Да? И поэтому четкой границы между преступлением и непреступлением провести нельзя. Между преступниками и непреступниками провести нельзя. И единственное, на что можно рассчитывать, это на собственную силу. Каждый человек в этом мире сам доказывает, что он прав. Вот. Ну, если вы посмотрите сериалы на канале НТВ, то вот это примеры крутого детектива. Вот. Значит, где преступники противопоставлены не полицейским, вернее так, не полицейские противопоставлены преступникам, а хороший полицейский противопоставлен плохому полицейскому, и хороший полицейский использует для борьбы с плохим полицейским бандитов, но хороших бандитов. А плохой полицейский отличается тем, что он использует плохих бандитов. Но фактически бандиты и те, и те. Да. Вот это образец крутого детектива. Когда вы не можете разобраться, кто хороший, кто плохой, кто прав, кто виноват. У Хэммета и Чендлера как раз вот так закручен сюжет. Вот. Ну и правым в итоге оказывается тот, кто первый выстрелил и попал. Кто выжил, тот и прав. Гораздо более комфортабельный мир у нас показан в третьем варианте детектива. Это детектив полицейской процедуры. В этом варианте преступление показано как, ну вот если сравнить с организмом общества, преступники – это вирусы. Они в обществе есть всегда. Полностью искоренить преступность вы не можете. Но, так же как у организма, у вас есть иммунитет. То есть у вас есть система противодействия преступности. То есть преступность у нас постоянно присутствует, но также постоянно с ней ведется борьба. Понятно, да? Вот. И поэтому борьба с преступностью должна быть системной. Вот. Классический вариант, если вы знакомы с советской классикой, вот «Следствие идут знатоки» – это пример детектива полицейской процедуры. Вот. Подробнее я про него сейчас расскажу. Но вот знатоки, да, вот эти три. Вот. И романы Кеснера называются «Эмиль и сыщики». Да? Эмиль и трое близнецов. То есть уже в названии романа выделяется, что у нас героев несколько. И юридический триллер – это когда про преступника все знают, но нужно доказать в суде, что он виноват. Вот строится это произведение вокруг разбирательства в суде. Это уже 70-80-е годы появляются эти персонажи. Но самый известный автор в Америке – это Гришем. Вот его фирма или клиент. Более подробно про детектив полицейской процедуры. Как правило, в этом детективе вы заранее знаете, вернее, не заранее, но не вопрос, кто совершил преступление. Главная задача – это преступника уличить. То есть поймать и, главное, собрать доказательства, улики, чтобы его можно было упрятать за решетку. То есть это системная работа по разоблачению преступника. Поэтому, если в предыдущих двух вариантах детектива, классическом и детективе крутом, герой-одиночка, в этом типе детектива всегда сыщик – это часть системы. Потому что ему нужно, он занимается тем, что систематизирует борьбу против преступника. Поэтому герои – это часть подразделения, это следственная группа. Вот знатоки их трое, да? Следователь, сыщик и Томин, знаменский следователь, Томин сыщик, и Кибрид – это эксперт. И, как правило, обязательно в этих детективах задействован семейный статус этих персонажей.
Они обязательно часть семьи. Почему? Потому что они олицетворяют собой часть системы общества, которая борется против преступности. И поэтому они вписаны в определенную систему общественных отношений. Вот. Цитата из 9 главы «Сыщики совещаются». Название уже говорит, да? Вот. Следственная группа собирается и разрабатывает план оперативно-розыскной деятельности. Ребята расселись, кто на 2 белые скамейки, стоящие друг против друга, кто на железную оградку скверика, и серьезными лицами стали слушать профессора. Профессор – это прозвище одного главного организатора поимки преступника, который украл деньги у Эмиля. Мальчик, которого звали профессором, казалось, всю жизнь ждал этого дня. Вертя в руках роговые очки, точь-в-точь, как его отец, советник юстиции, он излагал план действий. Смотрите, у нас есть совещание, у нас есть профессор и есть план действий. В общем, подробно я про этот план рассказывать не буду, он на 2 страницы у них расписан, вот, в диалоговой форме. Вот, то есть ты будешь делать то-то и то-то, а я не хочу, но кто-то должен делать, так что будешь сидеть у телефона. Финальная часть. Густав Грумбегель, Арнольд Миттенцвай, его брат и я позвоним домой и так далее. Обратите внимание на последние 2 предложения. Таким образом, у нас есть сыщики, резервный отряд, диспетчер и связной. Вот и все для начала. То есть, как в хорошей следственной группе, оперативной группе, здесь все распределено и все хорошо организовано. Они не полицейские, но они ведут себя как полицейские, они играют полицейских, фактически. И они воспроизводят действия хороших полицейских. Причем там есть такая одна деталь. Помните про гуся и приключенческие романы? Один из персонажей, мальчик, говорит, предложил какую-то идею, ее сразу же отвергли, и замечание автора. Несмотря на то, что он посмотрел 22 детективных фильма, вот, его предложения были абсолютно не имели никакого отношения к реальности, они были абсолютно бесполезны. Да, то есть вот есть реальность, а есть то, как она отражается в искусстве. Нужно, чтобы искусство как можно точнее было ближе, как можно ближе было к реальности. То есть у нас есть злоумышленник, есть поступок, который он совершил, или проступок, точнее, который он совершил. И чтобы этот проступок, чтобы его наказать, они, герои, действуют системно. Эмиль не один, он находит друзей в Берлине, которые образуют группу, и вот эта группа таким образом работает против преступника. Дальше они думают, что делать, когда они этого преступника поймают. Один мальчик по простоте душевной говорит, так мы у него возьмем и эти деньги обратно украдем. И Эмиль и профессор объясняют им, почему по процедуре этого делать нельзя. Вот. Классику помните? Вор должен сидеть в тюрьме, да? Можно ли подбросить карманнику улику, чтобы потом его посадить? Место встречи сменить нельзя. Вот абсолютно такая же история здесь показана. Правда, она у них на словах, то есть она не была реализована, но вопрос тот же самый. Надо его заставить отдать эти деньги добровольно. Выкрадывать их у него просто идиотство. Нет, я все-таки этого не понимаю, сказал Вторник. Вторник у них самый младший. Поэтому его посадили на телефон, он там в связист у них. Как я могу украсть то, что мне принадлежит? Что мое, то мое, даже если оно лежит в чужом кармане. Тут есть разница, которую трудно объяснить, сказал профессор таким тоном, словно он читал лекцию. С моей точки зрения, ты имеешь право так поступать, но суд тебя все равно осудит.
Этого даже многие взрослые не понимают, но это так, ясно? Ну, вот говорю, один в один рассуждение, спор Глеба Жеглова и Шарапова после того, как Шарапов увидел, как Жеглов подбросил кошелек в карман в карман преступника. Ну и еще раз вернусь вот к этой характеристике. Улики недостаточно просто найти преступника. Нужно еще сделать так, чтобы поймать его с поличным, и чтобы улики, которые нашли против него, их можно было представить в суде, если тут анализировать. Вот. И вот это замечание, да, многие взрослые этого не понимают. Даже многие взрослые этого не понимают. Вот. То есть жанровая рамка, в которой написаны книги Кеснера, «Эмиль и сыщики» и «Эмиль и трое близнецов» — это вот детектив полицейской процедуры. Системная работа ребят по поимке преступника. И подростковая литература Янка Далт. Здесь я выбрал те темы, которые имеют отношение к романам Кеснера, и те темы, которые характерны, из тех, которые характерны для данного вида литературы. Конструирование самоидентичности. Дело в том, что подросток переживает переходную стадию, то есть у него заканчивается детство, и он становится взрослым человеком, и поэтому ему нужно решить, кто он такой. Мне кажется, именно по этой причине у Кеснера часто появляется мотив близнецов. Потому что для подростка важно заявить о своей индивидуальности, о том, чем ты отличаешься друг от друга, отличаетесь от других людей. И, соответственно, у вас есть близнецы, люди, которые очень похожи внешне друг на друга, и для них эта проблема стоит еще острее. Чем же они друг от друга отличаются? Осознание ответственности за свою судьбу, конфликт, произведения подростковые, они обязательно описывают острый конфликт, семейные отношения, дружеские социальные связи и темы, связанные с телом, болезнью и смертью. Самоидентичность. Эмиль у нас отличник типа Гарри Поттера. Образцовый мальчик. Но вот в этом абзаце описываются мотивы, почему он дисциплинированный мальчик. Он был образцовый не из трусости, не из жадности, не из стариковской рассудительности, а потому что он хотел быть образцовым. То есть это его волевое решение. Да? То есть он отличник не потому, что его кто-то заставляет, не потому, что у него так получается, а это его сознательное решение. Вот это типичная подростковая психология. Вот. Там он говорит, если кто-то меня назовет маленьким сынком, я своими кулаками быстро докажу, что это не так. Да? Принял такое решение, выполнять его ему часто бывало очень трудно. То есть мальчик сам для себя определил, кто он такой. Вот. Принял волевое решение. И дальше в следующем абзаце объясняется, для кого он это делает. Похвалам, которые он слышал в школе, да и не только в школе, он радовался не из-за себя, а из-за матери, потому что ей было приятно, когда его хвалили. Он гордился, что может хоть как-то отплатить ей за все, что она, не знаю, осталась, делала всю свою жизнь для него. То есть он образцовый мальчик для того, чтобы порадовать свою мать. Ну, на одной из предыдущих лекций я говорил о том, что голубая мечта любого родителя – это когда ваш сын или дочь взяла и пошла на кухню и вымыла посуду, но не потому, что ей 10 раз или ему это 10 раз сказали, а потому, что он сам это решил сделать. Вот пример Эмиля – это когда он хороший, дисциплинированный, но потому, что он сознательно это сделал, решил. И поэтому, когда он в Берлине, без присмотра взрослых, и мать далеко,
он решает самостоятельно вернуть деньги, которые у него украли. Самостоятельно. А другой пример. Пони Шапочка – это двоюродная сестра Эмиля, которой в романе «Эмиль и трое близнецов» исполнилось 14 лет. Вот. Если у вас есть дети или знакомые подобного возраста, 14-летние, вы поймете, о чем идет речь в этом диалоге. Значит, ситуация такая. Герои приехали на курорт, в санаторий, отдыхать в приморский город. Приехали большой компанией, их встречают, чтобы разместить и довести и разместить на вилле, которая, в общем, им досталась на берегу моря. Взрослый человек, самый взрослый, отец хозяина дома. В общем, там мальчик получил наследство дом, он еще несовершеннолетний, поэтому он пригласил своих друзей в этот дом провести лето на берегу моря. Но так как он несовершеннолетний, то, естественно, его отец здесь им руководит, присматривает за ним. Так вот, отец мальчика говорит: внимание, сейчас мы все поедем на другой вокзал, там нужно подобрать еще несколько человек. Мы возьмем 2 такси, в одно сядут все взрослые, а в другое все дети. А я спросила пони Шапочка. Почему? Потому что пони Шапочке 14 лет. А чуть раньше, в предисловии, когда автор рассказывает про пони Шапочку и про то, как она изменилась за 2 года, он говорит: когда мальчику 14 лет, он сорванец и такой же мальчишка, каким был 2 года назад. А вот если девочке 14 лет, то она уже считает себя взрослой. Вот. Ну и есть, как говорят, да? Бабушка сказала: в наказание поедешь с большими, чтобы ты поняла, что ты еще маленькая. А меня рассмешила одна фраза в другой повести Кеснера «Две Лотты», Лотты-близнецы. Там описывается пансион для девочек, и они ждут в пансионе, в первой главе ждут, когда приедут новая партия, и представляют себе, кто может приехать. И там есть такое замечание, он пишет от лица девочки: возможно, приедут и престарелые дамы 13-14 лет. Но это с точки зрения 8-летних. Для того, чтобы эту самоидентичность конструировать, взрослые должны находиться на дистанции. Поэтому хорошие взрослые – это те взрослые, которых нет. Вот. В романах Кеснера взрослые хороши тем, что они не мешают. Описываю здесь 2 реплики из диалога Эмиля и его друга, которого он повстречал в Берлине. Эмиль живет в маленьком городке, и его друг живет в большом городе Берлин. «Я не хочу, чтобы она одна ужинала на кухне», — говорит Эмиль. «Мама даже настаивает, чтобы я гулял со всеми допоздна, и знаешь, я как-то попробовал остаться подольше, но оказалось, что удовольствие мне уже не доставляет удовольствия. И я вижу, что она все же рада, когда я рано прихожу домой». То есть Эмиль говорит: а вот я домой прихожу рано, и мы много общаемся с мамой. Профессор, у нас все по-другому. Если я когда-нибудь приду домой вовремя, то наперед могу держать пари, что папы с мамой нет, они в гостях или в театре. Мы тоже недурно друг к другу относимся, это точно, но почти никогда не проводим время вместе. То есть взрослые отдельно, дети отдельно. И это хорошо. Вот периодически там проскальзывает. А вот у меня хорошие родители, они мне все разрешают. Они в мою жизнь не вмешиваются. Вот. Значит, учителя здесь вообще нет, а взрослые, они вот где-то на заднем фоне присутствуют. Да? Они в жизни детей не вовлечены.
Это особенность как раз подростковой литературы или young adult литературы. Раз вы создаете образ самого себя, этот образ должен быть индивидуальным, отличающимся от шаблона. Поэтому вам нужно нарушать запрет. То есть вы не просто отличник, а вы отличник, который в нужное время правила нарушает. В основном соблюдает, но есть ситуации, когда правила нужно нарушать. Вот. Я не буду подробно рассказывать, что там натворил Эмиль. Когда вы прочитаете книгу «Эмиль и сыщики», вы обнаружите, что они там сделали не так. То же самое есть в повести «Эмиль и трое близнецов». То есть дети что-то сделали такое, за что их взрослые бы отругали, но, к счастью, взрослые об этом не знают. Вот. Осознание ответственности за свою судьбу. Так. Фраза в конце одной из глав в повести «Эмиль и сыщики». Теперь все зависело от него самого. В книгах Кеснера, как и в произведениях, относящихся к жанру young adult, главный герой попадает в ситуацию, когда он принимает решение, и от того, какое решение он примет, какой выбор он сделает, определится его судьба, его жизнь и жизнь его близких. Я чуть позднее приведу более такой судьбоносный вариант, когда герой осознает, что от его решения зависит судьба и его матери. Он в повести «Эмиль и трое близнецов». А вот в повести «Эмиль и сыщики» Эмиль решает сам, без привлечения взрослых, родственников, вернуть деньги, которые он проворонил, которые он потерял. И вот это осознание ответственности заставляет героя управлять своими желаниями. Вот признак взросления – это когда герой делает не то, что хочет, а то, что он считает, что он должен сделать. Насыщенность событиями и эмоциями. Произведения young adult – это обязательно драматические события, в которых описаны очень ожесточенные конфликты. Но в произведениях, двух этих повестях, есть взрослый человек, которого нужно наказать. Он, естественно, от этого наказания пытается избежать. Вот. Вообще конфликтность – это особенность подростковой литературы. Почему? Потому что подросток в силу своего возраста находится в ситуации, когда ему нужно делать выбор. От этой необходимости взрослые люди уже избавлены, потому что у взрослых людей жизнь уже налажена. Она катится по рельсам. У человека, который начинает взрослую жизнь, да, ему приходится выбирать, по какому пути идти. Когда он выбрал уже путь, он по этому пути идет дальше. А вот у человека, который переживает переходный возраст, он именно в силу ситуации поставлен в такой экзистенциальный выбор, кем быть, да? Кем быть дальше. Вот. И поэтому подростковая жизнь – это жизнь, где выбор совершается в очень напряженной эмоциональной атмосфере. Вот. Ну вот, вы ЕГЭ сдавали? Что это такое? Да? Это ваши действия, которые потом предопределят вашу дальнейшую судьбу. И один из источников стресса для ребенка, который сдает экзамен, состоит в том, что он знает, что от его поведения вот сейчас, в эти 2-3 дня, зависит то, как он будет строить свою жизнь последующие 10-20 лет. Вот. Но кто-то это осознает, кто-то не осознает, но ситуация именно такова. А раз этот эмоциональный груз концентрирован в очень короткий промежуток времени, отсюда и вот эта конфликтность, характерна для подростковой психологии.
вопрос жизни и смерти вернуть эти несчастные 140 марок. Вот этот вопрос возврата 140 марок, он здесь очень-очень сильно получает очень сильную эмоциональную нагрузку. Да, и источником зла становятся взрослые. Вот. Дети плохими не бывают у Кеснера, плохими бывают только взрослые. Тоже не все взрослые, но вот. Цитата из замечания одного критика. Эрих Кеснер любит детей, но как бы за счет взрослых. То есть у него именно потому, что дети хорошие, взрослые, как правило, не все, конечно, но взрослые часто бывают несимпатичными. А семейные отношения. В романе, в повести «Эмиль и трое близнецов» мама решает выйти замуж. Она вдова, ее первый муж умер, когда Эмилю было 5 лет, и вот они жили вдвоем. Мама, еще молодая женщина, решила выйти замуж второй раз. Но перед этим спросила мнение Эмиля. Эмиль, естественно, резко против. Но не потому, что претендент ему сильно не нравится, а потому что он уверен, что матери нужен только он. И любой посторонний в их отношениях их счастье разрушит. Вот. А с другой стороны, его мама тоже не так, чтобы страстно влюблена в своего избранника, но она думает: я постарею, не смогу зарабатывать достаточно, мне не на что будет содержать своего сына, и поэтому ради сына мне нужно выходить замуж. И дальше. Она решающее слово оставляет за Эмилем. Вот, Эмиль, если ты будешь против, я замуж не выйду. А если ты не возражаешь, я выйду замуж. И вот эту проблему в повести обсуждает Эмиль со своей бабушкой. Бабушка говорит: есть два пути, мой мальчик. Либо ты, вернувшись домой, попросишь ее не выходить замуж, вы кинетесь друг другу в объятия, и с этим делом будет покончено раз и навсегда. Да? Вот. И, казалось бы, вот так надо и поступить. Тогда все будут счастливы. Но помните, да, у нас эмоции, у нас конфликты, которые в том числе внутренние. Либо ты ей ни слова не скажешь, и до самой смерти будешь скрывать от нее свои чувства, и не будешь ходить с видом жертвы. Что выбрать, ты можешь решить только сам. А дальше она расписывает, что будет в будущем. Хочу сказать тебе лишь одно. Ты становишься старше, и твоя мать тоже становится старше. Сумеешь ли ты уже... Да, обратите внимание, вот в этом абзаце у нас 3 вопросительных предложения. Почему? Потому что бабушка ставит героя перед ситуацией выбора. Выбор этот, с одной стороны, сугубо обыденный, разрешать маме выходить замуж или не разрешать, будут они обеспечены материально или не будут обеспечены материально. Но с другой стороны, он экзистенциальный, да? Речь идет о счастье или несчастье вот этих двух людей, Эмиля и его матери. Почему вопросы? Потому что колеблются, взвешивают за и против. Сумеешь ли ты уже через несколько лет зарабатывать достаточно, чтобы вы могли жить? А если даже сумеешь, то где? В Нойштадте? Нет, мой мальчик. Наступает день, когда приходится уезжать из дома. И даже если нужда не гонит, это все равно следует сделать. И тогда твоя мама останется дома одна, без сына, без мужа, совсем одна. И еще вот что, через 10-12 лет ты, наверное, сам женишься. Что будет тогда? Мать и молодая жена плохо уживаются под одной крышей. Я это хорошо знаю. Я это сама пережила. Ну и вернусь чуть назад. Вопрос, что выбрал в итоге Эмиль? Образцовый мальчик, напоминаю. Второй вариант. Значит, он, будучи взрослеющим мужчиной, принимает ответственное решение, которое влияет и на его судьбу, и на судьбу его матери. Разрешить выйти замуж и вопрос закрыть. Все. Не сожалеть о том, что могла бы и не выходить, никогда не упрекать мать в этом, он дает себе слово. Вот.
как сказано, не ходить с видом жертвы. Да, решение принято. Не совсем приятное решение, не совсем то, которое он хотел бы, но, напоминаю, я на предыдущем слайде показывал, взросление – это умение управлять своими желаниями. И вот в таком достаточно легковесном, да, развлекательном жанре, как детский детектив, тем не менее, у Кестнера герои решают такую очень сложную в жизненном плане проблему. Далее, раз у нас герой взрослеет, он социализируется. Поэтому у нас в повести «Эмиль и сыщики», она где-то страниц 90, вот, у меня там в сумке лежит. Тем не менее, у нас там есть и система железнодорожного транспорта. Дело в том, что преступник, который похитил деньги из кармана Эмиля во сне, спящего Эмиля, он профессиональный вор. Он специализируется на обворовывании пассажиров в поездах. То есть это системно, это его профессия, это его системное действие. Общественный городской транспорт. Одна из глав называется «Трамвай 177». Там подробно описывается, как Эмиль садится в трамвай, как кондуктор собирает деньги за проезд, как Эмиль решает проблему, что у него денег заплатить за проезд нет, но он все-таки едет до нужной остановки. Полиция задействована. Когда злоумышленник схвачен, улики собраны, они его передают полиции. В полиции там они в допросах участвуют, под протокол записывают их показания и так далее. Банковская система. Ловят злоумышленника на том, что он идет в банк, чтобы разменять эти 140 марок. Как его уличили? Мальчики подбегают к кассиру и говорят: а это деньги украденные. Как докажешь? Деньги были меченые. Как именно они были меченые, когда прочитаете, узнаете. Но его поймали с поличным, потому что в его руках оказались деньги, вот, помеченные, да? Именно те, которые... Было доказательство, что это именно Эмиль. С помощью, и поэтому банковская система тоже задействована в разоблачении преступника. Про эту историю узнают репортеры. И они подробно ее описывают в газетах. Мама, беспокоясь за судьбу Эмиля, едет к бабушке в Берлин и узнает о том, что произошло с Эмилем, из газеты, которую ей дали прочитать в поезде. Да? Как я уже сказал, в рекламе задействованы персонажи, а в финале и в начале второй части историю, которая произошла с Эмилем, берут за основу сценария и снимают по некину. И видите, у нас дети, подростки оказались задействованы не только в систему семейных отношений, но и в социальную систему. Вот очень небольшая повесть, но там задействовано максимальное число социальных институтов. Взрослеющий человек – это человек, который вот с этими институтами взаимодействует самостоятельно. Дружба. Да, почему дети лучше взрослых? Потому что дети умеют дружить. Вот. Основа системных действий, которые осуществляют герои в повестях Кестнера по поимке преступников, по разоблачению злоумышленников, это дружеские отношения. Вот это сообщество подростков, которое задействовано в борьбу со злом, оно возникает за счет дружбы. Вот. Аристотель в Никомаховой этике выделял три типа дружбы. Дружба, которая основана на взаимной пользе, дружба, которая основана на приятных впечатлениях друг о друге, и самая высшая форма дружбы – это дружба добродетеля. То есть, когда вы осуществляете действия, направленные на общее благо. Совместное действие. Вот. Ну и возвращаясь к началу моего выступления и забегая вперед, скажу, именно поэтому коллективные действия направлены на благую цель и формируют личность. Это самый эффективный способ формирования личности. Да?
То есть, когда вы участвуете, но не в одиночку, а в команде, в решении какой-то общественно важной задачи. И вот за счет этого и формируется личность. И с точки зрения Кесслера, почему дети лучше взрослых? Потому что если у нас все люди будут друг с другом дружить, мир будет прекрасен. Чем у нас взрослый мир отличается от детского в худшую сторону? Там дети не могут дружить, а взрослые не могут дружить. А дети легко находят общий язык и в борьбе с общим злом. Напоминаю, в рассказах, кстати, это не так явно показано, а вот в экранизации советской рассказов Конана Дойля это очень хорошо показано в некоторых эпизодах. У Шерлока Холмса лучшие друзья и лучшие агенты – это подростки. Помните, да? В «Знаке четырех» он использует подростков для поимки преступника. И в «Собаке Баскервилей» там мальчик-подросток помогает Холмсу. Вот. Потому что общее благо, борьба со злом, ее проще всего осуществить с подростками, с людьми, которые находятся в этом возрасте. Вот. Да, и тело. Как я говорил в повести Эмили «Трое близнецов», да, почему тело часто проблематизируется в произведениях Young Adult, потому что человек растет, и поэтому для него важны те аспекты жизни, которые связаны с телом. Как я говорил чуть ранее, в повести Эмили «Трое близнецов» от одного из подростков хотят избавиться, потому что он вырос. Да, потому что его тело изменилось. И подводя итог. Морально-этическое содержание детективов Кесслера. Сюжеты – это несправедливость в отношении слабых, угнетенных и бесправных. В первой повести жулик обворовал мальчика, который первый раз едет на поезде. А в повести Эмили «Трое близнецов» сироту фактически оставляют на произвол судьбы, потому что он перестает приносить прибыль. Источник зла – это взрослые люди. Здесь прочитайте, пожалуйста, последние 3 строчки. Откуда у нас берутся плохие люди? Нас учат, что всякий человек хороший. Правда, считается, что о людях нельзя плохо думать, пока не убедишься, что они того заслуживают. Что ж, вероятно, так оно и есть, но этому хорошему человеку не все должно сходить с рук, иначе может случиться, что он станет плохим. То есть понятно, откуда берутся плохие люди, откуда берется зло. От того, что мы перестаем активно бороться против этого зла. Если человеку все сходит с рук, то любой хороший человек превращается в плохого. И поэтому добро существует только в том случае, если вы активно с ним боретесь. Соответственно, способ противодействия злу состоит в том, чтобы... Вот здесь у меня 2 обложки. Одна – это постер для экранизации романа, и вторая – это обложка английского перевода романа «Эмиль и трое близнецов». Обратите внимание, дети собираются в толпу. И там, и там. То есть противодействие злу и восстановление справедливости – это коллективное действие, которое сочетает интеллект и способность сострадания. Эмиль поделился своей бедой с мальчиком на улице, мальчик в Берлине. Мальчик понял его проблему, рассказал о ней другим мальчикам, в итоге образовалось вот это сообщество, коллектив, который что делает? Восстанавливает справедливость. Они образуют сообщество,
которая нацелена на то, чтобы установить справедливость. В итоге возникают между ними дружеские отношения. В этих дружеских отношениях, в борьбе с общей бедой, со злом, они проявляют свои самые лучшие качества. Вот. Как интеллектуальное, кто-то придумал одно, кто-то придумал другое, кто-то придумал третье. Кто-то что-то практически умеет делать, кто-то еще умеет что-то практически делать, так и моральное. То есть они говорят: у тебя пока денег нет, вот у меня есть 10 фенингов, у меня есть 50 фенингов, то есть они проявляют еще бескорыстие и сочувствие. Вот здесь на обложке показано объявление, которое развесили в разных местах пляжа на этом курорте. В этом объявлении говорится, что вот такой-то мальчик пострадал, нужно ему помочь. И дети читают это объявление и собирают деньги на помощь пострадавшему мальчику. То есть действует коллектив. Вот. И это коллективное действие и становится гарантом добра в этом мире с точки зрения Кестнера. И понятно, почему дети обеспечивают это победу добра. Потому что, повторяю, у нас взрослые дружить не умеют. Вот. Но если вы пробовали собрать своих бывших одноклассников на вечер встречи, вы поймете, о чем я говорю. Не пробовала. Понятно, да? Значит, Эмиль свистнул, вернее так, там мальчик с клаксоном Густав только свистнул, друзья набежали, спрашивают, чем помочь. Когда вы пытаетесь организовать совместное действие взрослых людей, у вас ничего не получается. Вот. По какой причине? Потому что у взрослых людей менее развито воображение, по Кестнеру, поэтому они меньше склонны к состраданию, они менее эмоциональны, и поэтому они хуже задействуют индивидуальные, хуже образуют дружеские связи. Понятно? Вот. И теперь вопрос. Вот здесь написано, что коллективные действия – это способ противодействовать злу. Вопрос. А зло может действовать так же? Вот. Согласно Кестнеру, нет. Совершенно верно, потому что, да. Совершенно верно, потому что жулики, воры, проходимцы пытаются обмануть в первую очередь тех, кто ближе всего к ним, и поэтому они вот эту атмосферу доверия сами же и разрушают. А раз нет атмосферы доверия, то нет и взаимодействия. Они же могут насилие взаимодействие выстраивать. А потом ходят друг другу под планы, как бы убрать этого диктатора отсюда подальше, потому что он только мешает. Вот. И, соответственно, а если у них все получается, значит, то, к чему они стремятся, это не зло, а добро. Понятно, да? Потому что это рамка и детективно-полицейской процедуры, и рамка, жанровая характеристика, присущая форме подросткового романа. Если у вас что-то получается, значит, вы это делаете хорошо. Ну, понятно, да? Если вы что-то делаете, у вас укрепляется здоровье, развивается интеллект, у вас появляются друзья, значит, вы все делаете правильно. Вот. Если у вас разрушается здоровье, если вы теряете друзей, если у вас разрываются связи с внешним миром, ну, например, вы с кем-то ссоритесь, значит, вы что-то делаете неправильно. Вот добро – это расширение связей, это укрепление системности, а зло – это разрушение системности. И поэтому злоумышленники, они в одиночестве находятся. А система связи – это то, что предотвращает, помогает бороться с этим злом. Ну и, соответственно, какой лучший способ получить образование, почему мы в меньшей степени учимся в школе и в большей степени учимся в университетах. Значит, немного саморазрушительный сейчас я тезисы буду высказывать, вот. Потому что я работаю в университете, да? Вот.
Я думаю, так было всегда, но в современной системе высшего образования это особенно явно прослеживается. Современные люди получают образование в университете не для того, чтобы чему-то научиться. Да. То есть основное содержание образования – это не лекции, не практические занятия, не лабораторные занятия, а это то, что называется английским словосочетанием soft skills. Но на самом деле в советской педагогике есть полный аналог этого понятия, о котором я скажу в самом конце. Вот. В университете вы учитесь, чтобы смотреть чуть выше, обзавестись связями. Важно не то, что вы слышите со стороны кафедры, а важно то, кто сидит рядом с вами во время этих занятий. Вот. Профессора, преподаватели – это вопрос второстепенный. Главное – это то, какое сообщество образует обучающиеся в процессе обучения. Да? Вот если у них получается сделать то, что здесь написано. Так, сейчас. Чуть выше. Так. Да, про дружбу. Сообщество, основанное на взаимном уважении, стремлении к общему благу. Вот. Это общее благо может быть условным, ну там тест сдать, экзамен сдать, да, но если вы активно в этом участвуете, то вы образуете некое сообщество, некие связи, которые помогут вам впоследствии в вашей жизни. Вот. Так вот, лучший способ получать образование – это участие в увлекательной деятельности, направленной к благой цели. Увлекательная деятельность – это, как правило, форма игры. Но в повестях Кеснера это наказание злоумышленника и вознаграждение пострадавшего. В ходе этой деятельности вы приобретаете друзей по Аристотелю. Когда вы совершаете что-то хорошее, вы развиваете души друг друга и занимаетесь взаимным совершенствованием. Звучит пафосно, но в одном советском произведении высказана точно такая же идея, которая высказана в повестях Кеснера. В итоге, в ходе этой увлекательной деятельности, когда вы приобретаете новых друзей, друзья помогают вам совершенствоваться, вы становитесь хорошим человеком. Хорошим человеком как в интеллектуальном плане, так и в морально-этическом плане. Вы становитесь более ответственным, вы, как сейчас бы сказали, прокачиваете свои навыки, которые были задействованы в этой деятельности и так далее. Вот. И в итоге у нас получается, что добро – это продукт коллективного действия. Если у вас коллективного действия нет, вы попадаете в мир зла. Добро существует только тогда, когда у вас есть вот это коллективное действие. Вот. Понятно, да? Вот. Поэтому хорошее садово-огородное товарищество отличается от плохого тем, что в плохом трудно организовать коллективное действие, а в хорошем сравнительно легко организовать коллективное действие. Вот. А как я сказал, применимо это только к детям. Взрослые списаны, они безнадежны. Согласно Кеснеру. Потому что они не могут, вот по всем этим трем пунктам, они не могут увлечься, да, потому что у них воображение не работает, уже эмоциональный мир, эмоциональное выгорание. Вот. Поэтому они не могут приобрести друзей, и поэтому у них вот этот процесс, он застопорился. Вот. В советской педагогике это называлось деятельностный подход. Деятельностный подход. Это выражение, которое появилось в 70-е годы 20 века в советской педагогике. Вот. Разные варианты этого вы сможете увидеть в методиках, которые предлагали педагоги-новаторы советские. Вот там Амонашвили, Шаталов и так далее. Да, вот разные аспекты этого. Вот. Лучший вариант – это когда дети учат друг друга. Учатся и учат друг друга. Вот, то есть вот это вот основной капитал, который можно использовать в системе образования, это то, что у вас толпа детей. Вот.
И одновременно с этим в 1971 году был переведен на русский язык и роман «Эмиль Сыщик». То есть он оказался востребованным вот как раз в это время. Ну и мы знаем советский аналог. Вот. Вспоминаем Тимур и его команда. Да, Тимур и его команда. Вот абсолютно один в один. Только раньше. Нет, одинаково. Тимур и его команда 40-й год, а Кеснер это 29-й год. Ну, в книжках, да, да, это, ну, практически одновременно. Для литературы 10 лет это не вопрос. Вот. Причем и то накануне войны, то есть незадолго до войны. Вот видите, даже название, да? Эмиль и детективы, Эмиль и сыщики, Тимур и его команда. И то, что делают в романе, в повести Кеснера, примерно это же делает Тимур в повести Гайдара. Только более широкий фон или больше альтруизма, меньше практицизма. Ну, я бы не сказал. Там даже место действия, понимаете, да? У Эмиль и трое близнецов это курортный город. Тимур и его команда это не заводской поселок, обратите внимание, а дачный. То есть не самые бедные люди там живут. Да, не самые бедные люди там живут. Да? И хулиганов как перевоспитывают? Их вовлекают в эту деятельность. Вот. Но вот то же самое. У Гайдара дети это те же взрослые, только лучше. Да, вот мир, в котором живут, они очень хотят быть как взрослые, и в итоге создают сообщество, которое еще лучше, чем у взрослых. Вот. Так, и вот статью, которую я прочитал, готовясь к этой лекции, как Кеснер осваивался в советском культурном пространстве. Вот, называется «Веселые сыщики Эриха Кеснера в культурном пространстве застоя». Ну, кратко, содержание этой статьи следующее. Кеснера перевели сравнительно поздно, только в 1971 году, и приходится этот перевод на времена такого ослабления идеологического пресса. Но самое главное, это в Советском Союзе время, когда люди уходят в мир частной жизни. Да, вот так совпадает. Ну вот у меня записано, это не из этой статьи, это я уже сам додумал. В 70-е годы у нас массовое, как сказать, не производство, а популярность, огромная популярность чего? Авторской песни. Что такое авторская песня? Да, это песня о частной жизни, об интимных чувствах, о сентиментальности, о вот этой вот новой предметности. Вот песня Висбора, песня Акуджава, да? Там какой-нибудь Арбатский дворик, да, или путешествие в горы. Вот. Потом тип поведения, который у нас присутствует в авторской песне, точно такой же. Вот мы отправляемся в горы, там вместе будем преодолевать трудности, и в ходе преодоления трудностей мы станем другими людьми, лучшими, чем те, которые были здесь. Да? Как у Высоцкого, да? Парня в горы идти не рискни, там поймешь, кто такой. Да? Вот. Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Да? Вот. Это опять-таки что такое? Это драматизация вашей жизни, в ходе которой вы формируете сообщество, и это сообщество укрепляет дружеские отношения между вами. Вот. Клуб самодеятельной песни, вот и так далее. Грушинский фестиваль тот же самый, да, и так далее. Вот это параллель, которая появляется в этом же контексте у нас появляется сыщик Кеснер. Вот. А так Кеснер у нас воплощает идею вот такого, я бы сказал, универсальной гуманистической ценности. И в финале романа «Фабиан. История моралиста» последний абзац. Фабиан в своем родном городке
в самом конце книги. Ну, у него там всякие проблемы были экономические, он без работы остался. Идет по городу и видит, что с моста в реку упал ребенок. Вот. И он, не раздумывая, бросается вниз, чтобы его спасти. Вот. Но тут оказалось, что Фабиан не умеет плавать. А ребенок умеет. Поэтому ребенок до берега доплыл, а Фабиан утонул. Вот это приговор взрослым и, соответственно, любовь к детям за счет взрослых. Как в финале повести «Эмиль и детективы» и сыщики. Деньги надо переводить почтой. Учитесь плавать. Это подзаголовок последней главы романа Фабиан. В общем, будущее за детьми – это вот основной пафос Кестлера. И поэтому вот его произведения, они, повторяю, не теряют своей популярности и актуальности. Вот. На этом я сегодня заканчиваю.